Магомед Медаров отмечает сегодня вековой юбилей. Он единственный в Ингушетии оставшийся в живых участник Великой Отечественной войны. Поздравить юбиляра приехал глава Ингушетии Махмут Али Калиматов, министры и представители партии «Единая Россия». Калиматов пообщался с ветераном в теплой дружеской обстановке, пожелал имениннику здоровья и вручил подарки. Символично, что столетие Медарова совпало со столетием Республики Ингушетия. Глава передал имениннику юбилейные медаль и монеты, а также оказал финансовую поддержку. Именинника поздравил полпред президента России в СКФО Юрий Чайка. Цитата. «Уважаемый Магомед Хасултанович, сердечно поздравляю вас со столетним юбилеем. Судьба подарила вам уникальную возможность стать свидетелем и активным участником событий большого исторического пути, пройденного нашей страной за прошедший век. Вы являетесь представителем того несгибаемого поколения, которое сделало все, чтобы сегодня мы жили в современной России. От всей души желаю здоровья и хорошего самочувствия, бодрости духа и еще много счастливых дней в окружении любящих членов семьи». Ингушетии передадут двигатель самолета Як-7Б, которым в годы Великой Отечественной войны управлял ингушский летчик, младший лейтенант, герой России Мурат Оздоев. Очередные фрагменты самолета, разбившегося в 1944 году, нашли в городе Новосокольники Псковской области. Речь идет о хвостовой части и двигателе, на котором указан номер, официально подтверждающий, что самолетом управлял ингушский летчик. Эти данные подтверждены материалами из Центрального архива Минобороны России. Справка уже получена от оборонного ведомства. Торжественная передача фрагментов Як-7Б запланирована 21 октября в городе Новосокольники. Первые обнаруженные части самолета передали в Ингушский государственный музей краеведения еще в 2012 году. До конца года завершатся работы по модернизации подстанции Плиева. Как отметил глава региона Махмут Али Калиматов, новая подстанция обеспечит надежное электроснабжение для жителей Ингушетии. Специалисты филиала «Ингушэнерго» уже приступили к работе. Около 67 тысяч жителей города Карабулака, а также части Гамурзиевского и Альтиевского округов Назрани и сельских поселений Троицкая, Яндыри, Средние Ачулки и Газиюрт начали получать электроэнергию от современного энергообъекта. Это первый этап перевода потребителей с подстанции «Старая», которая функционирует с 1955 года и оборудование которой отработало свой нормативный срок. Глава Ингушетии Махмут Али Калиматов провел третье в 2024 году заседание Координационного совета движения первых. Как отметил глава, десятки тысяч ингушских ребят с юных лет становятся участниками интересных и полезных проектов федерального и регионального значения. В республике движению уделяется особое внимание. В работе задействованы все государственные и общественные организации. В Ингушетии в общеобразовательных и дошкольных учреждениях уже открыто 172 первичных отделения. До конца текущего года их планируется открыть еще в 20 детских садах. На базе Центра опережающей профподготовки состоялось торжественное открытие представительства Московской академии предпринимательства при правительстве Москвы. Обучение будет проходить очно, дистанционно. В торжественном открытии приняли участие члены регионального правительства, представители бизнеса, студенты и школьники. Всего в академии 19 факультетов, в числе которых менеджмент, экономика, юриспруденция, торговое дело, дизайн, психология, педагогика, лингвистика, туризм и гостеприимство. Московская академия предпринимательства входит в 30 лучших московских экономических и 100 лучших вузов России. Ингушские боксеры завоевали 10 медалей на международном турнире «Битва на Волге», в котором приняли участие более 500 юных спортсменов из 5 стран мира. Золотые медали сборной Ингушетии принесли Рамазан Яндиев, Аслан Албагачиев, Билан Костоев, Умар Цароев, Дамир Ахриев и Илес Албагачиев. Магомед Амин Костоев завоевал серебряную награду. Третью ступень пьедестала почета заняли Назир Гагиев, Илес Баркинхоев и Расул Мартазанов.